В Баткенской области на границе с Узбекистаном, анклавом Сох, 31 мая произошел конфликт между жителями сопредельных территорий. Они закидали друг друга камнями, сгорело несколько домов по обе стороны. В Минздраве сообщили о 25 пострадавших, которые поступили в Центр общеврачебной практики города Айдаркен. Причина стычки – словесный спор между жителями во время совместной очистки родника Чечме. О том, кому принадлежит источник. 21 человек получил первичную медпомощь и отправился на амбулаторное лечение. 4 пострадавших с различными травмами находятся в стационаре. 2 в реанимации. Состояние после операции оценивается врачами как тяжелое. 2 госпитализированы в отделе хирургии. Состояние средней степени тяжести. Пострадавшие обеспечены всеми необходимыми лекарствами. На месте инцидента дежурят 2 бригады скорой. После инцидента вице-премьер-министр Акрам Адумаров сообщил, что жители с обеих сторон каждый год проводят совместную очистку. По его словам, участок считается спорным, родник используют обе стороны, и поэтому конфликты происходят там нередко. Ближе к вечеру для стабилизации ситуации границы были привлечены дополнительные силы и были начаты переговоры с участием местных органов власти Кыргызстана и Узбекистана, по итогам которого было решено вместе контролировать ситуацию и не допускать незаконных действий. Сегодня первый вице-премьер-министр Куатбек Боронов встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым на пропускном пункте Чечме-Автодорожной в Баткенской области. Стороны обсудили конфликт и высказались за принятие совместных мер по урегулированию ситуации и снятию напряженности в приграничных районах. Они отметили приверженность ранее достигнутым договоренностям и договорились о проведении совместных следственных мероприятий и привлечении к ответственности виновных лиц. На данный момент ситуация на кыргызско-узбекской границе в Баткенской области стабильна. Сотрудники государственной пограничной службы на этой территории работают в усиленном режиме. Правоохранительные органы обеих государств, а также представители местной власти проводят совместные работы среди населения. Однако, в свою очередь, эксперты уверяют, что главная ошибка правительства в том, что обозначило территорию родника спорным. Специалисты вопрошают, как можно без заключения комиссии заявить территорию спорным. Это теперь даст повод к более серьезным конфликтам в дальнейшем. Узбекская сторона при следующих стычках среди населения будет ссылаться на слова нашего правительства и говорить о том, что территория все еще спорная. Правительство ваше так считает, вот, пожалуйста, не читали, вот начнут теперь козырять вот это. Поэтому немножко вот надо быть осторожным в выражениях, когда вот касается вопросов, спорных территорий, о котором, если есть заключение, вот тогда можно сказать, что это спорное. А если родник находится в глубине нашей территории, почему это спорным должен быть? По мнению Таланта Разакова, необходимо продавать свою воду, либо никому не отдавать и использовать свою воду самим в зимнее время. Кыргызстан до сих пор не использует на полную силу все свои ресурсы, отдает их безвозмездно, сетует эксперт. Водный вопрос будет со временем обостряться, так как растет население. И поэтому государство должно сесть за стол переговоров с соседями и поговорить о необходимости выплаты денег за воду, которая поступает в их государство из Кыргызстана. Компароватское водохранилище, 5000 гектаров наших земель находится под водой. И никто не компенсирует. Вот это, то, что там Узбекистан использует, компенсации никакого нет. То же самое Токтагульское водохранилище. Там 12 тысяч гектаров поливных земель остались под водой. Никто нам не компенсирует. Вот единственное, казахи сейчас воду покупают. Потому что мы должны ухаживать за плотиной Токтагульского ГЭСа. Все это расходы из нашего кармана идет. А почему Узбекистан какую-то компенсацию они должны нести? Специалисты в сфере безопасности государственных границ также уверяют, что для урегулирования ситуации при определении границ нужно подходить с точки зрения демократии. Для начала провести беседы среди местного населения и понять, каким образом они хотели бы разрешить ситуацию. И в итоге обменяться землями с соседними странами. И, возможно, в этом случае была бы поставлена точка в проблеме делимитации и демаркации границ. Айдаматбекова, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.